Всем привет! С вами активисты школьного самоуправления и довольно необычный выпуск школьных новостей по удаленке. Итак, главные новости на сегодня. Каникулы продлили до 12 апреля, а с 13 числа начинается дистанционное обучение. Важно отнестись к этому очень серьезно, ведь девятиклассников и одиннадцатиклассников впереди ждут ОГЭ и ЕГЭ, а остальные классы ВПР. Как подготовиться к дистанционному обучению, расскажет заместитель директора Дреслер Татьяна Васильевна. Дорогие ученики, родители, еженедельно расписание дистанционного обучения будет размещено в разделе объявлений ГИСЭО на сайте школы, в школьной группе ВКонтакте. В расписании будут гиперактивные ссылки, которые позволят перейти на соответствующий урок. Домашние задания и ссылки на урок будут дублироваться в электронном журнале. Хочу попросить вас отнестись ответственно к урокам. С понедельника по пятницу они будут начинаться ровно в 9:00. Количество дистанционных уроков варьируется в зависимости от возраста учащихся. Так, например, для 1-4 классов количество уроков 2-3, для 5-8 3-4, а для 9-11 классов 4-5. Продолжительность уроков 30-35 минут. Также 25-30 минут отводятся на вопросы к учителю, отдых, гимнастику для глаз. Задания нужно выполнять в определенный срок. Большинство заданий можно будет выполнить в удобное для ребенка время. Связаться с учителем можно будет через ГИСЭО. Также, конечно же, держите связь с классным руководителем. Если у ученика нет возможности работать за компьютером, планшетом, то будут выданы задания по учебнику. Будьте здоровы! Все говорят, оставайтесь дома, вы тем самым спасете мир от пандемии. Но что это значит на самом деле? То, что пандемия может развиваться двумя путями – быстро и медленно. Если быстро, то врачи будут нагружены работой, не будет хватать оборудования для пациентов. Если медленный сценарий, то поможет качественно оказывать помощь всему нашему населению. Давайте не будем провоцировать динамическое развитие событий. Оставайтесь дома. К этому призывают и наши ученики и педагоги школы. О правилах на территории Сыктывкара расскажет Сметанина Татьяна Григорьевна. Добрый день, уважаемые учащиеся и их родители. Для противодействия распространения вируса COVID-19, то есть коронавируса, с 31 марта 2020 года власти Республики Коми ввели особый режим самоизоляции. Что это значит? Это значит, что жителям и гостям Республики Коми запрещается выходить на улицу, за исключением определенного списка необходимых процедур. Что будет, если не соблюдать данный запрет? Во-первых, это штраф. Конечно же, будут штрафовать родителей. То есть 1 апреля 2020 года дети, которых на улице поймали патрули, будут доставляться в отделение полиции, а затем вызывают родителей. На родителей накладывается штраф по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. То есть родители должным образом не проконтролировали выход ребенка на улицу. Размер штрафа, то есть если первый раз ребенок нарушил, то штраф варьируется от 100 до 500 рублей. Если уже повторно, то есть второй раз и последующие разы, то от 4000 до 5000 рублей. Во-вторых, это учет в отделении полиции. То есть дети, которые самовольно покинули дом, зная о запрете, будут ставиться на учет в отдел по делам несовершеннолетних. За ними пристально будут смотреть и наблюдать сотрудники полиции в течение полгода. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких. Всемирная организация здравоохранения признала мытье рук наиболее эффективным средством против распространения коронавируса. Казалось бы, мытье рук – пустяковое дело. Однако этому банальному мероприятию посвящены десятки серьезнейших исследований. Жалко только, что 95% людей моют руки неправильно. Как это делать правильно, покажет заместитель директора по безопасности жизнедеятельности Зайцев Андрей Геннадьевич. Смотрим! Привет, ребята! В наше нелегкое время
где за каждой дверной ручкой нас поджидает коронавирус, мытье рук остается самым эффективным способом профилактики этой заразы. И сегодня мы с вами научимся, как все-таки правильно нужно мыть руки. Первое, что мы делаем, руки нужно смочить водой. Потом обязательно использовать какое-то мыло, либо жидкое, либо кусковое. У меня оно в форме сердца. Мылим руки тщательно до образования эффективной пены. Потом промываем руки со всех сторон, не оставляя ни одного непромытого участка. И смываем. Необходимо мыть руки в течение 20-30 секунд. И сушим на полотенце. Руки необходимо эффективно просушить, чтобы они не остались влажными. Тогда к ним не прилипнут микроорганизмы пагубные. Все. Всем спасибо за внимание. Берегите себя и своих близких и оставайтесь дома. Как потратить это время с пользой? Ведь сходить теперь нельзя ни в театр, ни в кино, ни в библиотеку. Как только в сети заговорили о карантине, появился список ресурсов, которые предлагают бесплатные трансляции. Посмотреть спектакли Большого театра? Не вопрос. Сходить в Лувр? Да. Домашний кинотеатр в вашем телевизоре? Конечно. Бесплатный доступ на месяц в Литрес? Да. Так что не теряйте возможности воспользоваться этим. Также вы можете дистанционно подготовиться к конкурсам, посвященным 9 мая. Подробнее вам расскажет заместитель директора по воспитательной работе Ишутина Елена Васильевна. Уважаемые родители, дорогие учащиеся, сегодня все мы с вами живем очень непростое время, но это не повод забывать о памятных датах нашей страны. Именно поэтому мы запускаем конкурс чтецов дистанционный, приуроченный к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Для того, чтобы стать участником нашего конкурса, вам необходимо: первое, выучить стихотворение наизусть о Великой Отечественной войне, записать прочтение стихотворения на видео, и третий шаг, выложить видеоролик в социальные сети с хэштегом Победа75-18. Ждем ваших творческих работ. Очень долго приходится сидеть дома. Выйти можно только до магазина, аптеки, вынести мусор. Или если кому-то очень повезло, то погулять с собакой. Получается, наша активность снижается в разы. Но сохранить мышцы в тонусе и не набрать лишний вес нам помогут упражнения. А какие именно, вам сейчас покажет учитель физкультуры Поздеев Яков Иванович. Здравствуйте, ребята! С вами я, Яков Иванович. И сегодня я вам покажу, как нужно тренироваться в домашних условиях. Итак, друзья, тренировку мы начинаем всегда с разминки. Разминку делаем по стандарту, как на уроке физкультуры. И после хорошей разминки мы нашу тренировку начинаем с кардиоупражнения. Бёрпи. Показываю. На раз мы делаем упор-присев, на 2 упор лежа, на 3 упор-присев, на 4 прыжок с хлопком. Итак, мы делаем 3 подхода по 10 повторений. Хорошо. Итак, следующее упражнение у нас будет на пресс. Мы будем делать скручивание для косых мышц живота. Для этого нам нужно с положения лежа на спине, с полусогнутыми ногами, коснуться руками пяток. Показываю. Итак, мы делаем на каждую ногу по 10 повторений. 3 подхода. Справились? Молодцы. Немножко отдышались и продолжаем нашу тренировку. Следующее упражнение у нас будет комплексное. На мышцы пресса и пояса верхней конечности. Для этого нам нужно будет с упора лежа переходить на локти и обратно. Показываю.
Раз, два, три. Итак, мы делаем 15 повторений по 3 подхода. Отлично. Немножко выпили воды. И продолжаем нашу тренировку. Следующее упражнение у нас будет на ноги. Будем делать выпады на каждую ногу. 10 повторений. Руки за спиной. Показываю. Раз. Раз. Два. Два. Итак, мы делаем 3 подхода. И напоследок у нас будет статическое упражнение. Мы будем делать планку. Показываю. С упора лежа на локтях. Держим туловище прямо. Руки 90 градусов от тела. И в таком положении мы держим 1 минуту. И 2 подхода. Ну и от себя хочу добавить. Правильно питайтесь, тренируйтесь, поддерживайте свою физическую форму. Будьте дома. Всем здоровья. Пока. Не успевали из-за кружков, уроков и секций посмотреть какой-нибудь фильм или сериал, или скачать видеоигру? Самое время. Просто расслабьтесь и наверстайте упущенное. Ведь отдых – это тоже важное дело. Напоследок несколько пожеланий от нас, активистов школы. Каждый из нас может помочь победить коронавирус. Главное – ответственное отношение к себе и окружающим. Соблюдайте простые правила профилактики. При встрече со знакомыми не пожимайте руки. При кашле и чихании прикрывайте рот салфетками и затем выбрасывайте их. Старайтесь не трогать лицо грязными руками. Избегайте людные места. При заходе в магазин или в аптеку надевайте маску. Регулярно проветривайте комнату и проводите влажную уборку. Если почувствовали симптомы ОРВИ, вызывайте врача на дом. Не используйте по возможности общественный транспорт. Надевайте резиновые перчатки, если вы ходите в магазин. Берите с собой одноразовые или влажные салфетки, чтобы защитить руки от прикосновения к поверхности. Чихайте в локоть, а не в воздух и ладоши. Старайтесь не платить наличными. Лучше бесконтактный способ. Не трогайте лицо, пока не помоете руки. Соблюдайте дистанцию между людьми 1,5-2 метра. Дезинфицируйте спиртосодержащей салфеткой телефон, а очки промойте с мылом. Протирайте дома дверные ручки и выключатели, особенно те, что около входной двери. Обязательно помойте лицо после возвращения с улицы. Берегите себя и своих родных. Надеемся, что вы соблюдали все эти правила. А с вами были активисты школьного самоуправления на удаленке. Всем пока! Come on.